Сейчас я этим эфиром поделюсь. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня пятница, 14 марта 2025 года. Сегодня снова с вами я, Зуртан Халтаров, и гость в студии Ибрагим Яганов. По средам Ибрагим ведет передачу на адыгском, черкесском, кабардинском языке. Адыга Хабар в 16:00. Подключайте, слушайте. Подкасты выпускаются на нашем YouTube-канале ИМИ Радио. Андрей мне сейчас буквально маякует в Телеграме, что он бежит. Скоро наверное, подключится Андрей Григорьев. Ну что, давай немножко обсудим, что за последнюю неделю произошло. А вот основное это переговоры в Саудовской Аравии между делегацией США и Украины. Делегацию в этот раз возглавлял Ермак, который там, по слухам некоторых украинских блогеров, и вообще, в принципе, управляет Украиной. То есть не президент Зеленский, так скажем, а вот именно Ермак принимает основные ключевые решения. И в этот раз, видимо, он решил взять все в свои руки для того, чтобы Владимир Зеленский и там не допустил каких-нибудь кривляний и, так скажем, сделал так, чтобы договор прошел без сучка и задоринки. Что ты думаешь по этому поводу? Приветствую тебя, Зуртан, и всю твою аудиторию. Так, сейчас подожди. Да. Еще раз. Приветствую тебя, Зуртан, и всю твою аудиторию. Ермак действительно похож на черного кардинала, который за кулисами всем управляет. Но, откровенно говоря, если его так проанализировать, то мысли довольно противоречивые. Во-первых, наверное, многие об этом говорят, наверное, обратили внимание на то, что Трамп как бы работает по методичке Путина. Но мне кажется, что вот это, знаешь, какое-то совершенно некорректное сравнение. То есть я могу то же самое, например, сказать об антивоенниках. Вот они-то точно, антивоенники я их так называю, это те, которые вот персонажи, которые внезапно возникли после февраля 22 года, да, разъехались по всему миру, в том числе представители всяких национальных движений. Но они потом вдруг возглавили вот эту антивоенную движуху, да. При этом у меня складывалось впечатление, что вот эти антивоенники, они выступают, вот как сейчас один там русский полудурок, значит, извиняюсь за выражение, он, значит, заявил, что Украине нужно капитулировать вообще-то. То есть вот и теперь, значит, вот эти все антивоенники подвывают, что да. И мне тогда в 22 году казалось, что действительно они продвигают вот эту идею именно о капитуляции Украины, что Украина должна ручки поднять. И вот они-то точно 100% действуют по путинским методичкам. Все эти инфо-цыгане от национальных движений, которые вот разъехались, их там везде, значит, вот эти хорошие русские водили за ручку в Министерство иностранных дел всяких, Германии, Франции, тут Польши, в других стран европейских, в США они там активно на базе марксистских всяких ленинских организаций они там заэтовались. Приветствую, Андрей. Это моя штука, можешь сбросить, дай мне ее. Да. И, короче, вот сейчас полоскаю антивоенников, и вот эти антивоенники-то точно действовали. А когда Трамп пришел, они вдруг почуяли, что он тоже на их поле прибежал. Что как будто бы он против войны и так далее. Но я понимаю, что он против, основная его идея, это он против чрезвычайных расходов из американского бюджета, которые уже отвалили в администрацию Байдена.
и против того, чтобы его администрация не финансировала войну, как это могут говорить, а тратила деньги американских налогоплательщиков. Нет, но а кто за войну? Я за войну. Ты кого-нибудь знаешь? Но это ты. Путин против войны, Зеленский против войны, Байден был против войны, вся Европа. Гитлер был против войны Все в были 1939 против войны, году. Да, никто же не говорит, что он хочет войну. И везде Кроме Министерство обороны, заметьте, а не Да. Министерство нападения, войны. Да, Там, и кроме так далее. тебя, у всех Министерство обороны. Но потому что, видишь, многие национальные движения, они же как? Мы за победу Украины. То есть Украина побеждает, Россия разваливается. Бабченко с Абрамсом в Москве с одним. И я, может быть, тоже в Улан-Удэ с Абрамсом, понимаешь? И мы, как, так скажем, на этом многие строили, значит, все 3 года говорили про это дело. Мы за победу Украины. А в итоге получается какое-то перемирие непонятное. Ну, Абрамсы – это ваша фантазия, ваши мечты. А что мы реально имеем? Мы имеем реально Трамп даже до этого скандала в овальном кабинете столько ништяков подарил Путину. Угу. Они объявили, забудьте про эти территории. Угу. Открытым текстом сказали, в НАТО вы не пойдете. Если не будете нас слушать, мы вас оставим без оружия, что они уже это сделали. Ну, как любитель, наверное, поиграть в покер, Трамп постоянно говорит о каких-то картах, которые он открыл до того, как начать играть. Все это, конечно же, толкает к разным мыслям, особенно к версии товарища Краснова. Так, для наших зрителей, кто такой товарищ Краснов? Ну, это по версии некоторых этих сторонников конспирологии, это, скажем так, псевдоним товарища Трампа. Ну было что-то такое, да, то есть... Да, вот якобы он был завербован аж в 80-х годах под псевдонимом Краснов. Вот это все косвенно и прямо подтверждает, потому что столько ништяков никакой бы агент, завербованный, перезавербованный всеми спецслужбами, не смог бы подарить столько Путину. А потом теперь смотрим, что происходит в Саудовской Аравии. У меня создается впечатление, что все это действие одной оперы. Угу. Вот так сходу взять и подписать вот этот, скажем так, сделку, как говорит товарищ Краснов, было бы очень сложно, потому что сразу бы в Киеве возникла бы, то есть активизировалась бы, в общем, точнее, оппозиция, которая бы сразу бы начала бы трубить во все трубы, что Зеленский продает родину. А тут он показал, что он родину не продает, ну, скажем так, показал зубы самому Трампу, самому могущественному президенту в мире. Его оттуда якобы выгнали из Белого дома, он вернулся, резко у него подскочил рейтинг. Если завтра будут выборы, он бесспорный фаворит. Как-то все так очень хорошо складывается. И теперь вот в Джиде, скажем так, убедив народ, что это неминуемо, воочию увидев, что может быть, если товарищ Краснов обидится, это перекрыли вооружение, и что самое-самое больное, это оперативную информацию. Угу. Без этой вот эти беспилотники просто работать не могут. Это Starlink, это спутниковая связь, и все это идет к Маску. Но ты как человек с боевым опытом же прекрасно понимаешь о том, что там война современная, это часы. То есть переместить большие группировки, там 15-20 тысяч человек, это же все... Сейчас это часы, раньше это может быть месяцы и недели были. Это тоже уже отходит. То... Сейчас это удары по непосредственно. беспилотникам. Не, ну это понятно. Но вот, например, что творится там сейчас в Курской области. То есть за время того, как буквально сутки не получала ВСУ оперативные спутниковые данные США,
русские сосредоточили ударные группировки и хотели сделать котел. Ну, это, в принципе, по старым мотивам, когда войну выигрываешь трупами, это уже преимущество, потому что здесь, когда работаешь мясом, данные получаешь разведывательно-диверсионными группами. Угу. А вот когда уже действуют высокие технологии, нужна информация, особенно спутниковая. И сейчас самая такая, ну, думаю, Старлинкам сейчас альтернативы нет. Буряты, мотайте на ус. У нас даже сейчас денег нет, чтобы просто радио какой-нибудь спутник студенческий в космос запустить. Нам нужны будут спутники, когда мы будем освобождать Бурятию от Енисея до Амура. Нужно в США работать на Маска. Или союзники. И свой спутник запустить геостационарный над родимой Бурятией. Ну вот в результате сейчас в Джиде все пошло по маслу. Никто не может упрекнуть Зеленского в том, что он продает родину. Это необходимость. То есть ты считаешь все-таки, что это был такой грамотно срежиссированный, поставленный, возможно, даже на уровне вот такой, знаешь, чувствительной импровизации конфликт, который СМИ разнесли, да, по всему миру в овальном кабинете, а теперь все идет так, как должно было быть. Да, очень все То есть идет это высокий уровень политики, так сказать. Конечно, без этого не получается по той причине, что всегда у всех есть какая-то оппозиция. У Трампа демократы. Да, причем очень гадские демократы. Наверное, да. Команда Порошенко, Тимошенко. Там для вида их даже же куда-то они в США же даже слетали. Вот им уже какие-то предложения, сделай, в общем, конкурентная какая-то среда создается, хотя по закону, это я не думаю, что кто-то может оспаривать, что в период проведения военных действий выборов быть не может. Ну, конечно, потому что буквально четверть Украины оккупирована, какие выборы. К нам присоединился Андрей. Андрей, здравствуй. Да, здравствуйте. Ну, не знаю, я вот задал вопрос по ситуации, значит, в Джиде, которая произошла на этой неделе. Пожалуй, основная новость о том, что украинская делегация, американская, они подписали некоторые соглашения, которые, ну, по пунктам, значит, о перемирии, так скажем. Теперь, получается, Трамп кинул мяч или валан на сторону Путина. И ты уже, кстати, об этом опубликовал в своем канале банный лист. Банный лист, друзья, подписывайтесь в Телеграме. Спасибо. И мы там немножко даже подискутировали, что там, как ты вот что думаешь насчет вот этого. Зрада это или же Путина подводит к тому, что его скоро случится операция табакерка, удушат его там. Или как Дутерте там в белые простыни закрутит и отправит в Гаагу. Нет, но операцию табакерка мы все, безусловно, ждем и приветствуем, но я все-таки думаю, что это из разряда чудес сейчас, и это нереалистичный сценарий. Я бы поспорил, на самом деле, с уважаемым Ибрагимом по поводу того, что это был такой, ну, вот как бы договорняк, или каждый там, по крайней мере, отыграл свои роли сначала в овальном кабинете, потом в Джиде. Мне кажется, действительно, Украине действительно выкрутили руки сильно, в том числе и Зеленскому, да, поставив такие условия, когда действительно Украина вынуждена была пойти на эту сделку. Это, да, это факт. Но интереснее, почему резко Трамп дал так по пятну. Вот у меня есть версия все-таки, что это связано с тем, что Трамп начал нести поражение по всем фронтам, где он затеял какие-то войны, тарифные с Канадой, например, с Конгрессом, там, с демократами, да, внутри США, вот, и все это больно дает ему буквально как грабли по голове, и Трамп сейчас, ну, хочет как-то элементарно получить передышку, поднять свой рейтинг, и вот он начал заигрывать, в том числе с Зеленским, еще раз пересмотрев ситуацию, тем более для него, ну, пока то, что он, те потоки, которым он дал добро идти дальше, они для него, в общем-то, такие некритичные сравнительно. Условно говоря, в той же Польше, где мы с вами сейчас все находимся, но там уже это вооружение было готово буквально к отгрузке, к поставкам, да, но
И что, его теперь назад, что ли, возвращать или держать на складах в Польше? Ну, понятное дело, там сначала приостановил, потом дал добро, двигайте дальше. Да, я Вот. вообще считаю, что никакой приостановки не было. То есть это была некоторая такая, знаешь, ну, то есть мы же понимаем о том, что сейчас в России ситуация экономическая, она вот близка к введению вообще, в принципе, военного положения, когда вводится карточная система, когда изымаются личные вклады, когда все обесценивается, когда людей там заставляют за пайку работать. Ну, как это во Второй Я, мировой кстати, войне было. обратил еще на один такой Ну, момент и советую вам, друзья, тоже обратить мгм. внимание на этот момент. Вы, если заметили, были довольно резонансные дела у нас уголовные в отношении журналистов и правозащитников, Да, 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 и они в кстати. итоге закончились крупными штрафами. Ну да, то есть они Это, могли уехать на 6-10 лет, конечно, а вдруг конечно, это оштрафовали как, тоже. да, причем это действительно такие враги режима, можно сказать, да. Ну, может быть, Нелогично как-то не тех кажется. взяли просто. Нет, тех взяли. Но и то же самое, те же самые процессы я сейчас вижу, они идут на микроуровне, на уровне Казани. Мгм. Тоже оппозиционерам сплошь и рядом, последним недобитым активистам почему-то стали назначать штрафы, в том числе очень большие. Делаем выводы, что ложечка уже где-то под донышку скребет. А И, я думаю, соответственно, знаешь, надо бюджеты наполнять. сложилась такая ситуация, когда просто огромное количество, ну, то есть, понимаем, мы же понимаем, да, вот, кто из России, что система вот эта уфсиновская, да, она просела сильно там в 90-е, в 2000-е годы, когда вот эта советская система развалилась, да, приток заключенных, значит, из Украины, из Беларуси, из Прибалтики, из Казахстана, вот с этих стран он прекратился. Это огромная система, она там, но я помню, что выживала очень тяжело, и зарплаты были низкие, вплоть до, ну, позднего Путина, так скажем, да, то есть все это вот система этих зон, там, да, тюрем практически не было, и они пытались как-то реформировать, и потом им подвезло, что ввели вот эту статью, точнее, в статью 228 ввели изменения, и там, значит, начали измерять наркотики не по массе наркотического вещества, допустим, ну, ты взял, скажем, коробок там анаши, скажем, условно говоря, и раньше измеряли, а сколько там вот в этом коробке, значит, там экспертизу отправляли, она несколько месяцев длилась, сколько же там действующего вещества, гидроканнабинола, например. И относительно действующего вещества тебя судили. И там бывало так, что коробок-то 10 граммов весит, а действующего вещества там 0,1, допустим. Понимаешь? И он не проходит в уголовную, так скажем, систему. А потом изменили закон и сказали, что 10 граммов раз, так это 10 граммов наркотиков. То есть, допустим, если ты там купил пачку соли, условно говоря, и там у тебя задержали и обнаружили там какое-то наркотическое вещество, там миллиграммы, то тебя будут садить за килограмм соли. Я не говорю вот этого наркотического вещества соли, а говорю о поваренной соли. То есть, и поэтому, таким образом, они увеличили там, значит, количество заключенных там почти на 300 или 400 тысяч сидело только по 228. Потому что рецидивов по этой статье очень много, и любого там наркомана с района можно отправить. Сейчас вся эта масса была утилизирована в Украине, и ее начали активно восполнять, значит, представителями, значит, и национально-освободительных движений, и просто активистами, да, понимаешь, то есть какую-то часть загнали, но я думаю, что произошло, что на зонах все понимают, там не дураки сидят. А поскольку политических зон нет, вся эта масса заключенных, молодых в том числе, идеологические, так скажем, идеологических противников путинского режима, она оказалась там, и они очень хорошо влияют на мозги, так скажем, всех остальных заключенных. Вот эта предреволюционная ситуация, понимаешь, начинает создаваться. Вот посмотрите список Росфинмониторинга, он с 22 года разбух там на 800 или 900%, почти в 10 раз выросло количество только одних террористов-экстремистов. Ну, версия интересная, конечно, но я думаю, все-таки не в этом дело, потому что там люди, вот, например, и Сергей Мингазов, это в Хабаровске, и кто у нас еще в Москве, Наталья... Геворкян, по-моему, у него фамилия. Кеворкова. Или Кеворкова. Да. Вот, собственно, они посидеть успели, да, и в СИЗО, по крайней мере, да, но внезапно вдруг почему-то система сжалилась, в кавычках, и назначила им большие штрафы.
И я говорю, эта тенденция, она касается как таких достаточно заметных на федеральном уровне фигур, так и активистов и оппозиционеров из глубинки. И почему, вот мне кажется, как раз это пошло замещение именно денежными наказаниями, а потому что, собственно, ложечка вот эта вот, она уже по донышку где-то скребет уже бюджета на исходе, особенно бюджета в регионах. Ведь те же самые подписания контракта, они, грубо говоря, Кремль, московский Кремль, переложил полномочия на спину регионов. Дополнительная финансовая нагрузка, чтобы вот эти вот выплаты крупные по контракту большей частью выплачивали именно регионы. Но ты вот, по-моему, у себя разместил такой пост о том, что оказалось, что Москва это один из тех регионов, которые самые воюющие. Это не я, это Лига свободных наций. Лига У них свободных есть наций, такой да, ролик. да. Я, к сожалению, пока еще не успел его посмотреть, но я тоже взял на заметку, мне это любопытно, да. Да, вот ты можешь прокомментировать этот факт? Но на Кавказе была совершенно другая схема. Угу. Эта схема четко подпадала под этот знаменитый американский термин «ничего личного, бизнес». Угу. Представьте себе вот эти зондеркоманды из Москвы, там с Питера, вот эти, которые были задействованы на Кавказе. Они на Кавказе отработали одну схему. Местные занимаются оперативно-розыскным делом. Это дело заводится на любого, кто приходит в мечеть. Там сидит человек, который фиксирует. Завели это дело, и качество этого дела измеряется не информацией, которая там есть, а толщиной папки. То есть там в неделю один раз должна появиться одна бумажка с новой датой. Проверяющий не качество смотрит, что, какая информация, а если, то есть вот эти даты проверяет, работает ли оперативник. Когда эта папка дорастает до нужной кондиции, становится толстой, клиент готов. Его где-то отлавливают, отвозят в нужное место. Это «Газель» ездила с какими-то левыми номерами. Люди были в военной форме, обычно большинство в балаклаве. Человека привезли, начинают его вербовать. Если вербуется, прекрасно, ему повезло, его отпустят. А если не вербуется, срабатывает другая схема. Его удерживают в темной комнате, в ужасающих условиях. У него отрастают ногти, лицо покрывается щетиной или борода отрастает, лицо становится мертвенно-белым, то есть он готов под партизана. Его расстреливают, вывозят в какой-нибудь проулок где-нибудь в городе. И официальная версия, что он с сумкой куда-то шел. Патруль попытался проверить документы. Он открыл по ним огонь и был уничтожен ответным огнем. Это стандартная формула. Но смотри, я, насколько знаю, достаточное количество правозащитников, журналистов на Кавказе, вот эти странные смерти, да, то есть человек умер, короче, объявляли, что это было отравление наркотиками. Нет, у нас этого не было, потому что такого массового числа наркоманов и наркоманов... Не, я говорю, что это их убивали новичком. Это в среде мусульман, которые такие я понимаю, да. Зелья не принимают, их в этом не обвинишь. Вот. Даже они все, в общем, всегда трезвыми. Обычно же и в пьяном виде бывает. Потом это все делают заезжие, которые имеют повышенную зарплату, очень хорошие командировочные. И период операции, в среднем это было где-то 20 тысяч, я помню тогда эту сумму, за час КТО. Вот представьте себе, какие заработки у них. Ничего личного. Потом они это место готовят, как нужно. Вызывают местных, которые добросовестно все документируют. Там есть специальная группа опытная, которая документирует. Потом... В такой вот группе, кстати, в Чечне работал мент Хасуев. Вот это вот мой персональный враг, который здесь тоже в Варшаве находится. И он тоже вот так, у него там фотки даже были в Фейсбуке, где он выезжал вот на убитых людей.
И даже с других регионов, вот в том числе из Бурятии, их тоже отправляют как бы на командировку там в Чечню, в другие регионы. Так что, Ну, по кавказским традициям тело должно быть предано земле. Это очень важно для них, особенно для родителей, потому что душа человека не успокоится, пока тело не будет предано земле. Поэтому родственники готовы на все, что угодно, и под условие, что они это разглашать не будут, это все останется в тайне, они выкупают тело за любую сумму, сколько себе эти люди могут позволить. Если они не могут позволить, то складываются родственники. С этим очень строго. И вот эти родственники, которые проводят омовение тела перед захоронением, видят следы на этом теле. Следы от наручников, от электроприборов специальных, которыми пытают, даже от сигаретных бычков. Ну, соответственно, удержать такую информацию практически невозможно, но на это никто не реагирует. в том числе русская правозащита. Да, всем плевать. Русская правозащита – это охранители русского мира. То есть вот этих так называемых ваххабитов, с которыми воюет доблестная российская армия на Кавказе, это уже армия воюет вместе со спецслужбами, они с неимоверными усилиями откармливают этих, делают из них вот этих ваххабитов, а потом героически их еще и уничтожают, при этом неплохо зарабатывают. И вот знаете, что самое удивительное? Как только началась война в Украине, Ага. эта тенденция моментом исчезла. Потому что некому стало заниматься этими делами. Всех командировали в Украину. И я надеюсь, доблестные ВСУ всю эту мразь ликвидировали. Так, Андрей хотел что-то Я добавить. единственное уточню, да, а сколько уже по времени, сколько лет действовала вот подобная схема так называемых контртеррористических операций? Это действовало с конца войны в Чечне. Это было в Дагестане и в Чечне. А вот Второй войны уже, да? Да, после второй войны сразу. Это началось в Дагестане и в Чечне. В черкесской стороне это было значительно позже. Это с 2005 года. Есть у нас такая дата 13 октября, когда мусульмане, уже потеряв всякую веру, надежду на закон и всякое терпение, над ними постоянно издевались. 13 октября 2005 года вооружились, вошли в общем, в город со всех сторон большими группами, и была прямая войсковая операция. Они напали на все подразделения МВД и ФСБ в городе Нальчике. Разом. Да, я помню это. 3 дня шли там бои, и что удивительно, наши спецслужбы оказались очень даже готовы к этой операции. И в течение 3 дней где-то около 1000 молодых ребят было уничтожено. Эта операция длилась, потом еще их везде отлавливали еще 3 дня. И вот, что удивительно, вот за все это время столько было ликвидировано всякого рода террористов, потом самих их потом начали использовать еще в своих делах. Например, был такой профессор, преподаватель, он работал в гуманитарном институте, которого в Москве в переходе убили. Нет, Аслан Цепинов, которого так называемые якобы ваххабиты расстреляли прямо у порога, у своих ворот, в упор. Кто-то, в общем, позвал, хозяин вышел, чтобы встретить гостей, его в упор, в общем, расстреляли. И не просто так, потому что этот человек был философом, был очень грамотным человеком, он пропагандировал справедливость. Вот это вот наша черкесская хабза. Он был специалистом в истории, специалистом в этой хабзе, был очень активным, креативным человеком, и он мешал власти. Именно вот этот национальный вопрос. Национальный вопрос у нас жестко меняли газоватом, потому что вот эти все так называемые новоиспеченные ФСБшники, они же не КГБшники. Это ФСБ, это совершенно другие люди. Люди, которые попали туда
Не по своим личным каким-то качествам, как это было обычно в КГБ, а по протеже. Сынки слуг народа преимущественно. Ну и вот представьте себе, как, в общем, такой сынок, который по выслуге лет дослужился там до подполковника или полковника, напротив него сидит, в общем, профессор, националист. Вот что он ему может сказать, что он ему может предъявить? Да ничего. А вот, скажем так, молодому мальчику, которого довели до ручки, навесили, в общем, клише, что он ваххабит, его насильно загоняют в подполье, в общем, в лес, потому что альтернативы нету. А потом его легко, героически потом ликвидируют. Все верно. Я еще Мгм. добавлю, дело в том, что очень важно это понимать, что с Кавказа в конце нулевых годов такой же способ ликвидации местных мусульман, он пришел и в Поволжье. И с конца нулевых годов... Там тоже же была такая В конце ситуация нулевых где-то в годов, Казани. в начале десятых, да, именно местных мусульман в Татарстане, в Башкортостане зачищали в том числе и подобным образом. Когда внезапно были какие-то там перестрелки где-то в глухих местах, где-то на окраинах городов и сел, и потом людям предъявляли уже трупы якобы ликвидированных террористов. Этим в том числе и занимался лично глава МВД на тот момент Азгат Сафаров, Мгм. бывший охранник Шаймиева. Понятно. Но у нас в Бурятии, я более чем уверен, что этим занимаются также, потому что у нас религиозный фактор, он практически не влияет, но я помню такого, значит, деятеля Саида Бурятского, который начал проповедовать после обучения в Аль-Асхаре в Египте. Он вернулся, он там проповедовал активно. И я думаю, что он занимался достаточно как это, прозелитизмом, да, то есть он конвертировал, скорее всего, я думаю, больше христиан местных, нежели чем буддистов, потому что нам, бурятам, не знаю по какой причине, но очень сложно заходит вот эта вот авраамистическая идея о едином Боге Творце и так далее. То есть даже здесь мой один знакомый по волонтерской работе, протестант, он говорил, что он пытался в Болгарии евангелизировать бурят, но это было очень сложно. То есть буряты просто не понимали вот эту идею, да, что трансцендентности Бога там и так далее. Ну, сложно, то есть в этом нет никакого лицемерия. А буддийского экстремизма, хотя, ну, все прекрасно знают, что тибетцы это народ воин, они там между собой гражданские войны практически постоянно были, да, это горные люди, которые живут там на высоте больше там 3-5 тысяч километров, неоднократно они завоевывали там различные провинции Китая, да, это воинствующая нация. И понятно, что школа Гелук, которая к бурятам пришла, она такая же на самом деле воинственная. Другое дело, что я думаю, что в советское время, после особенно 45-го года, когда вдруг внезапно по всем, значит, разрушенным там в 30-е годы, когда боролись там с церквями и так далее, вдруг внезапно начали открываться и дацаны бурятские, и буддистов начали. То есть это с точки зрения вот, государственного управления, религия, она вот поглощает какую-то часть населения, которую можно обдурить и оболванить. Это как опиум для народа. Да? И в этом отношении вспомните украинских националистов. Да? Вот кого не победили КГБшники и советские власти? Это только националистов, это украинских националистов не победили. Они не победили лесных братьев Прибалтики. То есть везде, где были националисты, нигде КГБ, ФСБ, значит, советская власть, советская идеология, они не выиграли. Они объявили о том, что там операция или война с украинскими националистами закончена. Но так фактически ничего не произошло. И поэтому вот Новодворская в свое время говорила, что стоит только перевести в область религии борьбу национально-освободительную, тогда только в таком случае русские могут выиграть. Да, именно это было сделано в Хасавюрте. Я хотел бы этот пример вспомнить. Первая есть чеченская война, есть вторая чеченская война. Первая чеченская была национально-освободительной. Ну, религия присутствовала, но не настолько. Это было национально-освободительное движение чеченцев. Русские
российская армия ее начисто проиграла. Ну, вы представьте себе, что регулярные части были, их просто выгнали из Грозного, многих Была заблокировали. очень красивая операция. Да, многих заблокировали внутри города, загнали их на высотки и заблокировали на крышах, чтобы предотвратить бомбардировку и обстрел, в общем, тяжелой артиллерии, что делали это периодически. Они были вынуждены, вот это соглашение Лебедя в Хасавюрте, и ну, я не знаю, насколько это достоверно, но, по крайней мере, такая информация у нас есть, что членом той комиссии был Лукин, вот тот самый омбудсмен, который был по правам человека. Который в яблоке, буква Да. К. О, Л. Да, вот этот Лукин в Хасавюрте, когда уже делегация начала уходить, остановился, развернулся и сказал одну фразу. Вы воспользовались слабостью России, но Россия вам этого не простит. В результате войну переформатировали в Газават. Каким-то образом появился там Хаттаб. Хаттаб, я его несколько раз видел. Он с легким арабским акцентом нормально разговаривал на русском языке. Видно было, что он его изучал профессионально. Около 300 арабов. И появились арабские деньги. И вот здесь мир, который поддерживал Чечню, национально-освободительное движение Чечни, вдруг им отказал в этой поддержке. Потому что их вот так насильно загнали вот в эту глобальную мировую войну с экстремистским исламом, то есть с ваххабизмом. Это было сделано довольно-таки умело, скажем так, все-таки опыт. И вот здесь я помню это время. Когда... И тут вспоминается дядя Ильи Пономарева. И вот здесь возникает вопрос, вот роль национально-освободительного движения каждой нации, когда есть за что конкретно бороться. И вот этот Газават, войну с неверными, которая уже становится как-то размытой, всемирной. Поэтому сложно здесь. И, откровенно говоря, национализм – это последний аргумент любой нации, когда эта нация начинает исчезать. И это в России, если ты русский националист, это почетно. Путин сам, Медведев, мы помним, когда они заявили, что они националисты. Но если ты националист уже другой национальности, значит ты фашист. Это уравнивается фашизму. Нацизму уравнивается. Вот. Поэтому вот этот момент крайне важно сейчас понять тем, кто находится на территории так называемой Российской Федерации. От этой федерации уже давно ничего не осталось. Было время, когда мы боролись за расширение федерализма. Даже не за расширение, а на его установление, потому что федерализмом после Ельцина уже не пахло. Не, после 93-го года, когда заключили вот этот, собственно, там, федеральный договор, оказалось, что он вообще не работает. Да. Что полномочий у региона вообще практически никаких нету. И тут вспоминается такая ситуация, когда внезапно, значит, в прошлом году внезапно вдруг министр образования или там этот Цыденов, короче, глава так называемой Бурятской республики, он вдруг объявил о том, что школы, в которых преимущественно учатся буряты, будут и должны перейти на преподавание в бурятском языке. И вот эта вся масса начала там под комментарий, абсолютно не стесняясь, писать, что захотели как в Киеве. Да мы сейчас, если им это позволим, да у нас через 20 лет будет так же, как в Киеве, как там во Львове, еще где-то. То есть это вот местное русское население, так скажем, да, которое в Бурятии проживает. И вот как мы удостоверились, там есть у нас такая журналистка Анна Зуева, она такого кринжа отвалила по поводу бурятского языка, что якобы ей какой-то там бурят-аламжи что-то там наговорила, а это абсолютнейший бред, это такая, ну, знаешь, имперская туфта, когда так называемый языковой виктим-блейдинг, когда жертва русификации виновата в том, что она русифицировалась. Понимаешь? И вот
сейчас, например, в Казани, да, я где-то тоже, наверное, на Лиге или у Тиаля прочитал о том, что там действует активно русская община, судя по всему, там ее активно спонсирует. И я-то понимаю, почему эта русская вдруг община возникла и там получила там какие-то чрезвычайные там полномочия. То есть в свое время, ты помнишь, в 90-е годы, вы помните, наверное, там вот казаки везде развелись. Потом где-то в году 2006 казаки даже среди ингушей чеченцев вдруг возникли. Я еще сидел, удивлялся, мы там, я помню, с моим коллегой с Московского с института элементоорганических соединений это дело смотрели, там что-то в Кабарде было, по-моему. И там такой был сюжет, где там кабардинцы, там, я говорю, что такое? Я говорю, что за казаки у вас? Он такой говорит, погоди, короче, досмотрел сюжет. А потом говорит, я говорю, что у вас там казаков любят? А он говорит, ненавидит, говорит. Это, говорит, в чистом виде какая-то пародия, а, видимо, деньги дают под организацию каких-то казачьих сообществ, да? А сейчас вот эта мода с медальками ходить, с лампасами, там друг друга плетками колотить, она прошла. И, видимо, нужно что-то создавать наподобие казачества. И вот решили сейчас воссоздать, значит, вот эту, возбудить, так скажем, из небытия эту русскую общину, так называемую. Которая в Татарстане сейчас требует. Да, я как раз татар. Ага, давай. Ну, с казаками вообще история сложная, потому что, я знаю людей, которые были именно казаками по крови, и они хотели возрождать казачество в 90-е, в нулевые. Но эти люди еще тогда, они обратили внимание на интересную тенденцию, что фактически во всех таких организациях стали появляться там бывшие или даже нынешние служивые. Менты вот эти. Там армейские, ГБшники, да. И везде они уже устанавливали свои порядки. Армейские порядки, ГБшные порядки, а не порядки вот вольного казачьего круга, как это должно быть. Потому что там все-таки есть своя демократия, собственно говоря, была изначально. А это все подменялось вот такими вот отношениями субординации. То есть тоже выстраивалось вертикалью. И действительно мы сейчас видим еще ситуацию, что касается русской общины, видимо, вот этих казаков, которые там так и не довозродились, их перещелкали на всяких имперских войнах, в том числе и в Украине сильно. И, соответственно, сейчас, да, идет перезагрузка и уже с помощью русской общины идет. Но она пока вот руку набивает не на националистах, а на каких-то других так жертвах помельче, так скажем. Ну, например, вот они смогли добиться отмены концерта Лолиты Милявской. Господи. Да. Но, то есть, они еще недостаточно сильны, и они набивают пока руку на мелких пакостях. Но, учитывая, что... Ну, это вот такая типичная ментовщина. Да, но когда их вскормят, они, конечно же, пойдут по татарским националистам уже, будут молодежи там за тюбетейки предъявлять. Это все впереди еще будет. Просто они пока вот... То есть ты считаешь, что... На мелких кляузах руки пока набивают. Ну вот конечно. Я, например, понимаю, да, в некоторых регионах, ну, например, как Дагестан и Чечня, такого понятия, как русская община, в принципе не существует. То есть если они там даже появятся, они там кончатся буквально. А вот в Бурятии они активно работают. Башкортостан, да. С сильными такими, знаешь, национальными традициями. Кавказе, как это позволяет вообще? На Кавказе в национальных образованиях их нет. Это слава богу. До Ставрополя. No. Был плакат «Нальчик, русский город» с этими эмблемами русской общины, но я думаю, что здесь все-таки проблема чуть поглубже. Я думаю, что власть все-таки готовится к возможной гражданской войне. По той причине, Ты думаешь, что это как вот эти, как они были-то, черносотенцы, да, типа такого? Ну, да, это их замена. Дело в том, что Кавказ сейчас держит на страшилках. Ну, например, нищета. То, что Кавказ считают бездонной бочкой, это бред. Кавказ никогда не надеялся на государство. Все выживали. Было такое очень типичное выражение. Если у человека спрашивали, ты работаешь? Ну, имеется в виду там на государство. Он говорит, слушай, тут, говорит, не работая не можешь прожить, как еще и работая жить. То есть ты работаешь не на себя, а на государство. Поэтому народ постоянно выживал какие-то. И относительно России на Кавказе люди жили лучше. Но они жили не потому, что государство что-то им, а назло, вопреки государству жили. Поэтому вот эта ненависть и зависть к ним всегда была. Сейчас вот эта
община, ну, в Нальчике точно ее нету, хотя есть плакат «Нальчик – русский город». Это где-то в Ставрополе, скорее всего, сняли. Поэтому в национальных образованиях, тем более в Чечне, в Дагестане, их не будет, это однозначно. И вот здесь власть пытается подготовиться к будущим событиям, проблемам по той причине, что как только федеральная власть прекратит платить, то есть не сможет просто оплачивать вот эти хотелки национальных элит на местах, был лозунг «Хватит кормить Кавказ». Мы были за Навальный это. популяризировал Мы двумя его. руками голосовали за этот лозунг с маленькой поправкой. Хватит кормить элиты Кавказа. Народ никогда никто не кормил, они всегда выживали сами. В основном это были элиты. Я хотел бы процитировать Джигархана Неру, который в свое время сказал: нет злее врага для народа, чем интеллигенция, воспитанная колонизаторами. Вот как только федеральный центр не сможет уже финансировать вот эти элиты, воспитанные ими же, вся эта система разом развалится, в один день развалится. Я в этом убежден. А сейчас, особенно Кавказ, засыпает деньгами. Эти деньги, конечно, печатаются, и это придется. Это в чем еще? В том, что вот в совке, казалось бы, да, тоже денег было, вот этих, их совок мог напечатать хоть сколько угодно, и там до сих пор в Грузии находят дома, в которых перекрытие между, значит, крышей это заполнено просто было деньгами, то есть, ну, это чьи-то деньги были, естественно, кто-то там прятал в своей даче там или еще где-то. То есть денег было много, но их невозможно было конвертировать, и поэтому в советское время, еще там с конца 50-60-х годов, вся советская элита либо накапливала в виде золота, золотых украшений. Я вот читал, значит, такую книжку, которая где-то там то ли в Израиле, то ли где-либо была выпущена в 70-е годы, которая нахваливала Алиева. Это касаемо Азербайджана было. Она как бы нахваливала Алиева, там, что вот он ездил в Москву, и там всяким академикам и так далее дарил, например, подносики массой 1 килограмм золота и так далее. То есть вот я про что говорю? Про то, что почему Бурятия в самой заднице сидела, была недофинансируема, предприятий еле-еле можно было добывать, потому что мы не могли, наши лидеры, вот эти советские, они не могли такие подарки равноценные привезти для того, чтобы что-то получить. А сейчас Путин, это такое соглашение между оппозицией и так далее. Я вот все думал, а что русская оппозиция-то бежит? Мы, ладно, мы знаем, что нам один конец там, да, то есть с нами сюсюкаться не будут, да. А русская-то чего бежит? Им же ничего не угрожает. Вот большая часть вот этих хороших русских, которые здесь в Варшаве находятся, им же ничего не угрожает, и сейчас даже там ничего не угрожает. Они могут в любой момент вернуться. Чего она сбежала-то? А потому что есть соглашение такое, что он выпускает эту оппозицию за рубеж, и вот этот рубль, хоть сколько бы он там не инфлировал и так далее, он до сих пор остается конвертируемый, по крайней мере, для элит. То есть элиты могут конвертировать эти рубли, вывести их за рубеж, то есть переток капитала он не запрещает, но контролирует. И в этом вот пока соглашение действует. И поэтому ждать того, что когда экономика там рухнет благодаря санкциям и так далее, и вдруг элита отвалится, я считаю, что это контрпродуктивно, потому что они просто перейдут на взятки в другом. Начнут брать взятки там псами борзыми, да, душами, начнут брать, значит, золотом и всем прочим. Нет, они могут эти взятки брать до тех пор, пока силен федеральный центр. А как только зашатается власть в Москве, гарантирую, все начнут думать об отделении. Начнется парад суверенитетов 2.0, который в конце 80-х даже не снился никому. Но он, видишь, он будет же все равно контролируемый. То есть все те же самые элиты останутся. Вы думаете, что там все забурлит? Если бы вы знали, какой багаж негатива у этих элит на местах, даже у самого Кадырова, как только поймут, что федеральный центр его не поддержит,
Закаев не успеет, в общем, к Кадырову. Его там вообще на месте быстренько, в общем, с ним вопрос решат. Над тем же Миннихановым у нас, при всем моем негативном отношении к нему, да, ну, мы видели эту историю, как Путин над Миннихановым издевался. Буквально вытирал об него ноги при случае, прежде чем приручить окончательно. Поэтому там очень большое количество... Ты думаешь, негатива. он восстанет, Минниханов? Он не восстанет, пока силен федеральный центр. Но вот только как власть закачается, Путина кондрашка хватит, еще что-то случится, так это сразу все начнет рассыпаться. Потому что негатив у Минниханова не только к Путину, а ко всем остальным чиновникам вокруг Путина, к которым он на поклон ездил. Ваши бы слова да тенгari в уши. Все держится, Ну давайте поборемся. все держится на российских штыках и деньгах. Как только этого станет мало, а штыков уже значительно мало, притом национальных штыков становится больше. Все-таки Вот, как раз. СВО Вот. в основном воюет эти, извините за выражение, русское выражение, чурки. Этот боевой опыт-то никуда не денется. Я думаю, что львиная доля из из этого потенциала будет востребована скоро. Но я другую тенденцию заметил, что это же не только мы с тобой понимаем, это понимают еще в Кремле, и они начинают планово утилизировать представителей национальных меньшинств. Сейчас в ВСУ кто там обтачивает? Обтачивают вот эти как раз группы, вот в Бурятию идет большой, которые 3 года провоевали, но сейчас их так отправляют на убой, что они гарантированно на 100% там гибнут. Так что обращение мое, если нас там смотрят буряты, так называемые СВОшники, помните, что русский офицер — это ваш враг, какой бы он ни был. Так что, если он вас отправляет на убой, вы знаете это, лучше ликвидируйте русский штаб и сдайтесь в ВСУ в плен. Самое лучшее будет решение. Так, нас уже просят, да, и ну что-нибудь по слову в завершении эфира. Ну да, кстати, действительно, я как бы еще раз подытожу просто ту мысль, которую вот вы уже высказали, мои друзья. Действительно, вот эти вот так называемые добробаты вообще из российских регионов, не только из национальных республик, они могут стать решающей силой, когда зашатается власть в Москве. В Москве действительно это понимают. И, например, тот же татарстанский батальон «Алга», он несколько раз полностью практически гиб под Угледаром, еще начиная с зимы 23 года, и потом возрождался, набирался с нуля практически. Ну, то есть, видимо, в Москве понимают, и именно такие формирования в первую очередь кидают в мясные штурмы. Все самое новое — это хорошо забытое старое. Достаточно взглянуть очень в историю, вы все увидите там. Все повторяется, и скоро все опять повторится. На новом круге. Так, я просто На выключил. новом круге. Да, говорю, я прощаюсь с слушателями нашего радио. Присоединяйтесь к нам в среду в 4 часа по центральноевропейскому времени будет передача на адыгском языке Адыга Хабар. И в среду же в 17 часов по центральноевропейскому времени будет передача «Всходы». А мы с вами встретимся через неделю, в следующую пятницу, также в 5 часов по центральноевропейскому времени. Большое спасибо за внимание и до новых встреч. Слушайте ими радио. Всего доброго. Всего доброго. А сейчас я прощаюсь традиционным способом со зрителями моего YouTube-канала. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Так победим. Только так. Никакой Сибири, никакой конфедеративной Сибири. Конфедерация может быть одна. Ханну-Тува, Бурятия от Енисея до Амура и Республика Саха. И Соединенные Штаты Америки. Только так и не иначе. Боритесь и поборите. До новых встреч.